Грандиозный проект благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева по реконструкции всех кладбищ республики продолжается. Буквально 3 дня назад начался ремонт на мемориале памяти жертв осени 1992 года Уазот-Кэшмыш. Первая задача рабочих – демонтаж старой ограды, облицовочного камня и брусчатки. Благоустройство Уазот-Кэшмыш, как и всех остальных кладбищ республики, стало возможным благодаря договоренности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова с основателем благотворительного фонда «Сафмар» Микаилом Гуцериевым. Также напомним, что ранее по поручению руководителя субъекта на территории мемориального комплекса был проведен косметический ремонт на средства, выделенные из Национального фонда развития Республики Ингушетия. Мы с главой посетили этот мемориал, полностью его обошлись. Здесь очень много проблемных мест. На мемориале был провал забора, нету условий в этом основном здании проводить ритуальные обряды, поменять брусчатку, освещение, сделать ротонду, которая сзади стоит, сам этот мемориал привести в порядок, там плиты некоторые просели, то есть здесь нужно было сделать, была просьба сделать капитальный ремонт. Как вы видите, здесь сейчас генеральный подрядчик пришел, работы идут, демонтажные, вернее, работы идут. Но до конца 25-30 октября, до событий памяти жертв, здесь будет порядок, ну и будет совсем другой вид. В рамках масштабной реконструкции обновят все хозяйственные помещения, молельную комнату, беседки и памятники. Во дворе уложат новую брусчатку, установят новые ворота, повесят цифровое табло с информацией о трагических событиях осени 1992 года. Данное захоронение объединяет всех жителей нашего региона. Не проходит ни дня без посетителей, читающих дуа за усопших в те годы. Люди искренне рады вниманию со стороны власти и мецената. Гуцери Микаили, Бог бежлах. Дигде, ты хочешь не то дежлах, Работы планируют завершить до конца текущего года. Отметим, что всего в 2023 году на средства благотворительного фонда «Сафмар» благоустроит 40 кладбищ по всей Ингушетии. 33 из них мусульманских и 7 христианских. Зелимхан Калоев, Идрис Эжиев, Султан Магушков. Новости 24.